Здравствуйте, мои дорогие слушатели, зрители. Вы пришли посмотреть концерт и слушать под названием «Воспоем имя Святое». А вы знаете о том, что Бог есть любовь, сказано во всех священных писаниях. И впервые в ведических писаниях много тысяч лет назад было заявлено о существовании только одной абсолютной истины – Бога и только одной религии – религии вечной, безусловной любви – Санатана Дхарма. Когда приходит осознание, что суть любой религии одна – развитие бескорыстной любви и служения Богу, и развитие любви ко всем живым существам, тогда начинаешь понимать, что без любви вообще ничего не может существовать. Особенно если это начинается на сон. Сочувствие, сострадание, сознание, сопричастность, совершенство, соавторство, содружество, соединение. Известный следующий факт, что открытые чувства религиозной терпимости были обнаружены высеченными на скалах Индии более 2000 лет назад Ашокой, который правил с 259 года до 222 года до нашей эры. И вот Ашока утверждает в одном из своих эдиктов: царь Приядаси желает, чтобы повсеместно существовали всевозможные религии, потому что каждая из них способствует воздержанности чувств и очищению души. И далее. Для каждой религии существует основополагающий закон, а именно сдержанность в речи, которая предполагает, что нельзя превозносить свою собственную религию, порицая другие, осуждать их легкомысленно, напротив, следует всегда оказывать надлежащее почтение другим религиям. Тот, кто превозносит свою религию и осуждает другие, руководствуется преданностью своей религии и желает прославить ее, но в действительности он только вредит ей. Следовательно, единственным благом является мир, при котором мы все люди проявляли готовность не только выслушать, но и понять мнение других. Немецкий философ, востоковед, религиовед, лингвист Фридрих Макс Мюллер еще в XIX веке сказал следующую знаменитую фразу: «Тот, кто знает одну религию, не знает ни одной». Вот исторических фактов, призывающих к толерантности и пониманию единства, множество, но приведу один. В православном храме святой Екатерины, что на Синаре, есть реликвия, охранная грамота, написанная пророком Мухаммедом. И там написано, что христиане, наши братья, есть подпись пророка. Так пусть свободно существуют все веры, пусть они процветают, пусть имя Бога прославляется на разных языках и в разных мелодиях. А если кто-то и настроен против идеи единства, то сегодняшнее мероприятие может быть просто познавательным и даже развлекательным, поскольку позволяет прикоснуться во всем многообразии к духовной культуре многих религиозных традиций, а это всегда интересно. В заключение своего маленького выступления я хотела бы прочесть стихотворение Эльвиры Бурановой, которая специально к сегодняшнему празднику его написала. Это знаменитая поэтесса, очень потерпленная женщина. «Мы все тебе поем Всевышний, мы все тебе поем и верим, ты услышишь. Так матери поют тебе о счастье деток, ты каждого встречал улыбкой и приветом. Мы все тебе поем, тебе, Господь Всевышний, ты небо прокинул на дружный хоровод. Мы все тебе поем о счастье любимых, мы все тебе поем, всегда спеша вперед. Мы все тебе поем о счастье, здоровье, мы все тебе поем о жизни на земле. И все полны надежд, с восторгом смотрим в небо. Мы все тебе поем и вместе с ним поем. Мы все тебе поем одними голосами, мы все тебе поем о счастье быть с тобой. Мы все тебе поем о том, что значит сами. Мы все тебе поем, ты каждому принес любовь, любовь, любовь. Итак, начинаем.